Ассаламу алейкум. Витаю вас, друзья. Сегодня 17 октября 2024 года. Сегодня 17 октября 2024 года. 16 часов 28 минут по Берлину. 17 часов 28 минут по городу Джохару. Друзья, я вас приветствую. Наш стрим вещает снова на канале в YouTube Reality и на канале в TikTok Аслан Арцуев. Всем, кто находится во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, либо в России, не пишите комментариев, не ставьте лайков и заботьтесь о своей безопасности. Наш канал находится под постоянным контролем российских фашистских спецслужб. Поэтому ваша безопасность в ваших руках, друзья. Далее, все остальные в усиленном режиме, пишите комментарии, все, кто находится за пределами террористической России, пожалуйста, активнее присоединяйтесь, помогайте нам доносить до людей правду. Спасибо за подарок, мне тут сейчас подарок прилетел, лайки, спасибо большое. Давайте начнем наш стрим, как обычно, с сообщения от Генерального штаба Вооруженных сил Украины. За прошедшие сутки, то есть на 17 октября 2024 года, уничтожено и ранено 1420 террористов. 17 танков уничтожено, 33 боевые бронированные машины, 51 артиллерийская система уничтожена, 1 РСЗО, 54 БПЛА, 83 автомобильной техники и цистерн и 5 спецтехники. Слава Украине, слава ЗСУ. Вот что я могу сказать. Так, Лаки задает вопрос. Есть ли единство среди ичкерийцев ЕС? Да, у нас оно есть. У нас есть небольшие проблемы, но в принципе единство среди ичкерийцев, скажем так, на психологическом уровне оно присутствует. Дело в том, я вам расскажу небольшой секрет, чтобы Лаки понимали. И это касается и Украины. Если вы с Украины, это будет вам тоже очень важно. А если с Израиля, то и с Израиля вам будет важно это знать. Дело в том, что когда началась война против нас, Вторая русско-чеченская война, как мы все знаем, русские взорвали свои дома и, обвинив в этом нас, развязали против нас вторую русско-чеченскую войну, вторую агрессию Россия развязала, взорвав своих же граждан. Тогда было убито только в домах, в жилых домах взорванных 307 россиян, женщин, детей в основном. Мужчины тоже были, в основном женщины, дети и старики погибли, спящие в своих домах. И весь мир, как мы все знаем, посчитал нас террористами и начал России помогать уничтожать нас. И когда наше сопротивление занималось защитой нашего народа и государства, в это время под разными видом отправлялись сюда, в Европу, разные деятели, которые работали против Ичкерии, против чеченского государства и народа и служили интересам Кремля. Но они представляли здесь ичкерийцами. Некоторые из них даже занимали посты во время межвоенное время и некоторые, может быть, довоенное время их практически не было. А потом они подключились. Я в Украине, в Харькове. Отлично, Лаки. Тогда вам это тоже очень важно услышать. Дело в том, что у вас происходит такая же процедура. У нас, знаете, были такие братья Имадаевы, они работали на ГРУ, но они изображали из себя в Первую русско-чеченскую войну, изображали из себя сторонников Ичкерии, независимости. Точно так же это касается Ахмада Кадырова, они тоже были агентами России, но изображали из себя сторонниками Ичкерии. И когда Ичкерия уже просто физически уже не могла сопротивляться, эти люди начали себя проявлять.
У них были герои Ичкерии, Оман, Си, честь нации есть самая высшая награда. У них эти награды были за фейковые операции какие-то, как у вас в Украине сейчас там у какого-нибудь Бутусова появится, еще какого-нибудь появится, которые очень подозрительны в этом плане. Вот таким вот образом здесь на Западе оказались, на Запад отправлялись, здесь на Западе нас считали борцами за независимость, за свободу, а как мы знаем, нас и вас сейчас украинцы уважают здесь на Западе, и нас тогда очень сильно уважали, принимали, там всячески пытались помочь, поддерживали. Ну, в моральном плане, там, может быть, в информационном плане, иногда в политическом были поддержки, военной какой-нибудь такой серьезной поддержки, близкой к сотой части, то, что сейчас оказывается в Украине, даже не близко этого не было. И вот эти люди приезжали сюда, представлялись ичкерийцами, представлялись борцами за права, за свободу своего народа, и в итоге делали то, что нужно Кремлю. Ну, конечно же, на Западе разочаровывались в таких вещах, когда узнавали, что их водят за нос. Ну, вот такие вот вещи были. И сейчас мы находимся в такой стадии, где мы сейчас выявляем всю вот эту пророссийскую агентуру, которая под видом ичкерийцев, там религиозные деятели тоже тут работают на Россию. Но они практически вся верхушка, практически вся верхушка вот этих религиозных товарищей, они тоже работают на Россию. Есть у них свои адепты обманутые, но руководство все работает на Россию. На абсолютно 100% эти пропагандисты, проповедники, ну или идеологи, они работают 90, может быть, 5%, если не 9%, работают на Россию. Потому что других уничтожает, ведет международная борьба с терроризмом, 3, 10, всех сажают, убивают, а эти здесь находятся, управляют вот этими своими адептами, иногда подкидывают этих адептов западным спецслужбам, чтобы их не трогали, они же вместе борются с этим исламским, так называемым исламским терроризмом, который был высосан из пальца, и прикрываются все, кому не лень, исламом, и начинают, что с этой стороны, кто борется против них, что те, которые на самом деле абсолютно никакого отношения к исламу не имеют, если брать с религиозной точки зрения. И начинают вот, а мы, мусульмане, иудеи, христиане, начинаем друг друга ненавидеть и наполнять своими жизнями, своими телами вот этот страшный круговорот вот этого убийства и стравливания всех нас. Поэтому их здесь много, к большому сожалению. Мы сами, чеченцы, в этом не очень разобрались. Наше правительство, наша легальная, легитимная власть находилась и находится, да, часть подполье, она действует в усеченном виде и находится в подполье. Мы вот видим Аяда Идигова, Аллу Дудаеву, вдову Джохара Дудаева. И я, как человек, простой рядовой чеченец, который никогда не имел никакого отношения к власти, приехал сюда и пытался разобраться. Вот вы задаете у меня вопрос, есть ли единство среди ичкерийцев. Да, оно есть. Но есть симулякры, которые изображают, что они представляют ичкерийцев, и вот таким вот образом вбивают клин между нами, потому что с симулякрами никто договариваться, с агентами России, Кремля договариваться, идти с ними на контакт, садиться с ними за стол мы больше не будем. После первой русско-чеченской войны в 1996 году мы им позволили, мы их посадили за стол, мы их взяли, Аслан Масхадов, к сожалению, взял к себе разных российских деятелей в окружение, даже в себе в правительство, и в итоге мы пришли к геноциду более страшному даже, чем первой русско-чеченской войне. Поэтому больше мы с ними никаких заигрываний делать не собираемся. Коллаборант есть коллаборант, даже чеченское терпение имеет свойство заканчиваться. И больше мы не будем договариваться никак с ними. И вот эти люди таким образом вот представляют нас и нас дискредитируют. Нас дискредитируют. Поэтому я приехал сюда как рядовой гражданин, пытался примкнуть к кому-то, понимал, что нужно это делать в команде,
всю работу, которую я делаю, в первую очередь я пытался разобраться, кто есть кто, но так как много было причин, и вот меня окучили Закаевская, вот эта театральная труппа, он, как известно, актер, и у него есть своя труппа театральная, о которой они играют роль, что они там представляют какую-то там чеченскую власть. Абсолютно нелегитимно, абсолютно незаконно и абсолютно 100% в пользу Кремля. Ну, я попался в эти сети расставленные, они особо и не должны были трудиться, но они трудились, они много что делали, чтобы завоевать мое доверие. Но в итоге они мне предложили кстати, перед началом широкомасштабного вторжения России в Украину, мне из правительства Ахмед Закаева человек предложил работать на российскую разведку. И тогда мне уже все стало очевидно. Дальше это уже, ну, как бы, были симптомы, признаки, сигналы, что это люди работают против чеченского народа. Но я по своей доброте душевной доверял людям, и казалось, что да, честные люди и так далее. Просто, ну, вот такая вот природа у чеченцев верить. И этим они пользуются. Они пользуются так, как знают очень хорошо наш менталитет. Некоторые даже, может быть, среди них есть и чеченцы, хотя все говорят они по-чеченски, знают наш менталитет и нашу культуру. И вот после этого я долго разбирался, выяснил и представил на суд общественности, что Ахмед Закаев и его вот эта театральная труппа – это враги чеченского народа. Они начали говорить, что я за власть, что мне Ахмед Закаев какой-то пост не дал, 3-10. Это обычно КГБшная такая их утка, которую они сразу человека, чтобы оболгать, закидывают. Они мне предлагали разные должности, посты, там какие-то там, пытались как-то взаимодействовать, но нужно было, чтобы я перешел на сторону ГРУ, ФСБ, и только тогда я мог вызывать у него доверие. Поэтому была попытка этой вербовки, чтобы, ну, запачкать меня, чтобы посадить с ними в одну колодку, и я уже тогда никуда не денусь. Но они в этом ошиблись, хотя они предприняли супер меры, очень сильные меры, чтобы меня заткнуть, пытались оболгать там и так далее. Ну, опять же, про эту должность, которую мне не дали якобы и так далее. Что я хочу быть лидером, я хочу быть президентом. Ну, вот эти слухи распускали, что я засланный ФСБшник, чтобы вот такого правильного Ахмеда Закаева я тут дискредитировал. Вот адвокат московский приехал, 3-10. На что я давно наблюдал за нашим Аядом Идиговым, за нашим президиумом. У меня появились надежные, верные товарищи, друзья, которые всю свою жизнь, всей своей семьей, семьями находятся на этом пути, которые потеряли очень много. Они мне объясняли, разъясняли. Ну и, конечно же, и наш президиум, Алла Дудаева, Аяд Идигова, это люди абсолютно чисты в этом смысле нашей защите наших интересов. Алла Дудаева вообще святой человек. Я ей очень горжусь. Я очень горжусь, что она не чеченка, что она русская. И она продолжает дело своего мужа. И на самом деле русские женщины, если нужно победить Россию, но нужно лишить их русских женщин. И тогда они сами себя ничего не будут представлять. Вот какие сильные русские женщины. И я этих людей уважаю безмерно. И именно я искал таких людей. Я думал, у них конфликты между собой такие внутренние, что кто-то работает на Россию, у меня даже в голове не укладывалось. В Европе находиться, работать на русню, оказывается, почти всех, кого вы тут видите, всех, конечно, нет, но многих очень, почти можно даже сказать всех, они работают на русню. Я прямо называю их фамилии, я их вызываю на детектор лжи. Полное вот у них сговор. Они демонстративно меня игнорируют. Демонстративно там где-то какая-нибудь
шавка что-то вякнет, и все, самую низкую шавку они на меня натравливают, чтобы я реагировал на этих шавок. И все молчат. Я объявлен иноагентом, моя организация правозащитная, чьим председателем я являюсь здесь, в Германии, объявлена экстремистской организацией, против меня возбуждено куча уголовных дел, моих родственников преследуют, пытают, возбуждают уголовно бывших моих родственников. У меня нет больше родственников, кстати, чтобы все понимали, кроме тех, кто находится на этом пути. Это есть мои братья и мои сестры. Все остальные мне не родственники и они не нужны. Но вот методы используют, пытаются как-то на меня повлиять и так далее. А на всех этих деятелей, чьи родственники ездят домой, приезжают, там все нормально у них, на них почему-то никто влияния не оказывает. Хотя я еще раз говорю, я не сам претендовал на власть, на роль там, лидера кого-то и так далее, и не претендую. А наоборот, я все, кто меня поддержит, призываю мудрых, опытных, уважаемых, там, Аллу Дудаеву, Аяда Идигова, еще там есть люди у нас с властью, все нормально, слава Богу, хоть они находились в подполье, но они сохранили все полностью рычаги, все управления власти, все и так далее. И вот я начал их поддерживать и показать, что вот, мне ничего не нужно. Мне нужно только, чтобы за 300 тысяч убитых наших граждан, всех национальностей, в том числе русских, было решение суда, международного суда. Не российского, а вот международного суда. Все, это моя цель моей жизни, которую я перед собой поставил. Мне нужно, чтобы был суд. И этот суд будет. Доживу я до этого или нет, это уже не важно. Теперь я уже знаю, что этот суд будет. И спасибо Украине. Спасибо Украине, спасибо вам, украинцы, большое, всем депутатам Украины, Верховной Рады, которые проголосовали за то, чтобы признать Чеченскую Республику Ичкерия оккупированной, и за то, что над нами совершен геноцид. И отправить все эти документы от Верховной Рады в ООН, для того, чтобы другие последовали примеру Украины. Низкий вам поклон, украинцы. Большое вам спасибо. Хотя есть внутри Украины такие же, как Закаев, Макаев там, и другие, которые делают все возможное, чтобы Украина не победила, и делают все возможное, чтобы стравить чеченцев и украинцев. Ну, я думаю, у них это ничего не получится. Как-то так, друзья. Давайте дальше немножко почитаю ваши комментарии, потом перейду к основной нашей теме. Сегодняшний наш стрим называется «Шок». ФСБ провоцирует Кавказ и создает штрафбаты из чеченцев. Давайте об этом и многом другом поговорим. Так. Всех привет, ставьте лайки в верхнем правом углу экрана, где 3 точки, поддерживайте Ичкерию. Спасибо, спасибо. Так, здорово, мракобески. Сережа, я наоборот вас вывожу из мрака, понимаешь? Я на русском языке говорю не только для украинцев или еще кого-то. Я для вас русских говорю. Я вас пытаюсь вывести из мрака. Вы мне спасибо должны сказать. А я от вас что-то не слышу спасибо. Ассаламу алейкум, ахку, алейкум салам, машуэр. Аслан, почему русские ЧК, убив сперва царскую семью, сегодня ЧК возвели эту царскую семью лик святых? Ну, дело в том, что они посмотрели шариковыми лапотниками, им быть не захотелось, хотя они всех загоняли вот в этот шариковский вот этот уровень, на шариковский уровень. И они заработали уже в 4-м поколении, уже, да, в 3-м, 4-м поколении. Они убивали россиян, советских, русских, всех, кого только возможно было, нас, конечно же. И в итоге получилось так, что они посчитали, вот Патрушев, Путин, они посчитали, что это неодворянство, новые дворяне, и они должны вот таким вот образом передать своим детям все вот эти деньги, ресурсы, огромные просто, миллиарды, передать своим детям, внукам и так далее на законных основаниях.
на законных. Для того, чтобы это сделать на законных основаниях, это же не их, это наши отцы и деды работали. Это их отцы и деды, наших отцов, дедов расстреливали, репрессировали, были вертухаями и конвоирами над нами. А наши отцы и деды работали 3-4 поколения. И вот пока мы, вот то, что мы заработали, наши отцы и деды, и по праву принадлежит нам, забрали КГБшники себе их потомки и их а, дети и так далее. И им нужно было, а это же наше, соответственно, им нужно как-то это легализовать. Легализовать они могли только через проект «Империя». Проект вообще колоссальный, масштабный просто. Это полмира должно было стать единой империей. От там Лиссабона до Владивостока. Куда войдет там Китайская империя, Русская империя, там, и немецкая, французская и так далее. Американцев вытесняют с Европы и так далее. И они создают такой мощный союз монархов. Представляете? Вообще это проект глобальный, просто грандиозный. Это не один Путин, там, это вся система КГБ, учреждения КГБ СССР и в Украине, и в Беларуси, и во всех советских, постсоветских республиках они действовали. Но было одно но. Нужно было, чтобы Киев, а без Киева, без Киевской Руси, без истории, настоящей славной истории украинцев, невозможно создать русскую империю, потому что они могут создать только московскую империю, еще какую-то там империю. А вот великую Россию, Русь создать можно только если Киев находится под контролем Москвы. И началась война, началась подготовка. Это не только началось, об этом Джохар Дудаев в 94-95 году предупреждал. Об этом в 92-м, по-моему, году профессор Абдурахман Автарханов, политолог, который жил здесь на Западе, он писал о том, что Россия создает нового образца империю советско-фашистского типа. Этот человек был очень информированный, еще со времен Сталина знал, видел, точнее, и Сталина, и так далее, и очень хорошо разбирался в этой кухне вообще, советской, русской кухне. Именно поэтому им нужна была империя. Именно для этого они начали войну против украинцев. И опять же я скажу, в Украине были силы, которые и сейчас там находятся, которые зазывали этих русских имперцев, которые гарантировали, что за 3 дня Киев падет. Они ехали как на прогулку с новой, ну, этой формой, официальной формой или парадной формой, да, правильно, у военных, так это называется, парадной формой, чтобы проехаться, пройтись по Крещатику после того, как все разбегутся и так далее, и так далее. И был расчет на это. Внутри Украины были силы, которые до сих пор, я считаю, находятся в этой Украине, до сих пор ведут антиукраинскую деятельность. Это, на мой взгляд, то, что меня как правозащитника касается, и я столкнулся как чеченца, это проекты «Хочу жить», это Золкины и Карпенки, ну и другие разные деятели. Они делают все возможное, ну как бы вроде бы в угоду Украины, на пользу Украины, как те братья Имадаевы, которые имели честь нации, нагрудное вот это награждение высшей степени. Вот такие же появляются сейчас в Украине. Настоящие украинские герои, к большому сожалению, я боюсь, если мы сейчас что-то не предпримем, они будут задвигаться. Это люди обычно не подлые, не наглые. Они, ну, двигаются, когда их двигают. Он может, огонь и воду прошел, но чтобы за себя там что-то там подумать, что ему пост нужен, он там получил ранение, ты получал ранение, чтобы стать министром. Ну, вот эти вещи, их очень сдерживают. Это очень сильные, благородные люди, по большей части бывают. И их задвигают всегда. Они не подлые, в этом смысле не конкурентоспособные. А эти, они единые, они знают, что они агентура, а это свободные люди. А свободные люди, их можно рассорить очень легко. На чеченском примере вам расскажу. Очень просто два сильнейших человека можно так рассорить.
что они потом друг другу, они вместе в окопах могут сидеть, они вместе сражаются, умирают друг за друга. Но как только война заканчивается, им находят ключики, ФСБ очень умеет это делать, и стравливает ФСБ, СБУ и так далее. Поэтому вот эти вещи нужно знать, и мы, как чеченцы, прошедший опыт, нам кажется, что вот, украинцы много знают, вот смотришь, и ну, вы очень мало знаете, украинцы. Конечно, вы нас извините, вам может кажется, может вы менталитет русских лучше нас, может, понимаете. И то там спорный вопрос. Но по большей части, вот то, что сейчас происходит, вы многого не знаете. Сколько против вас делается провокаций и так далее. По дискредитации идет полная такая волна по дискредитации. Хотя я ее лично сбивал несколько раз против Украины, против Зеленского нагнеталась волна. Я ее сбивал тем же Пономаревым, которых вы всех приютили, пригрели на груди. Я думаю, это СБУ делает. С их ведома находятся там разные Невзоровы, Киселевы, там и вся вот эта КГБшная муть, которую вы у себя собрали. И якобы, что вы там боретесь, там помогают, они доносят до россиян. Что-то очень плохо они донесли до россиян, что уже почти 3 года, а вообще-то уже почти 11 лет, россияне так что-то и ухом не шевелят. Та пропаганда, которая им вливается, они спокойно ее принимают, а украинцев они видят врагами. Поэтому толку от них не было. Как мы предупреждали, толку не было. Украина никогда не станет свободной, если главный пропагандист, главный убийца, пропагандистский убийца чеченцев Невзоров является там в высшей степени там каким-то блогером, уважаемым, все его цитируют, там это делают. Правда, его цитируют такие же, как он, но чтобы знали. Давайте дальше. Ассаламу алейкум, Махкой. Так, салам всем свободным людям, салам Аслан, салам Эд, салам. Так. Закаев, это, конечно, прежде всего ваше дело, вам решать. Я попался в Лигу свободных наций, ее организовывает, помогал Ходорковский. Что еще сказать о работе КГБ? Тев Дордж, ну вы правильно, значит, разобрались, куда вы попали. Слава богу, что разобрались. И, кстати говоря, здесь в Европе много русских есть, пассионариев, есть людей, которые готовы были принимать какие-то шаги, действия. Ну вот создаются такие симулякры, которые к себе затягивают этих людей, как меня вот Закаевская труппа втянула. И дальше вот получается то, что получается. Либо человек полностью разочаровывается во всем, говорит, везде гибня, везде КГБ, куда я лезу, зачем мне это нужно, здесь такая непрошибаемая стена. Мне тоже так показалось, что здесь все вокруг уже фактически такие. Я подумал, это непрошибаемая стена, и я подумал, а кому это нужно тогда? Но потом я вспомнил, что я не за живых выступаю, а за уже убитых русскими. Поэтому буду гнуть свою линию до конца. Даже если здесь вся агентура и никакого чеченского сопротивления не осталось, я буду гнуть свою линию. Ну, слава богу, и чеченское сопротивление осталось, и слава богу, и чеченцы остались в огромном количестве. И сейчас совсем другая ситуация была бы в Украине, если бы туда пригласили бы не Ахмеда Закаева, на которого потратили миллионы уже. И никакого толка, никакой чеченский народ никогда не поддержит Ахмеда Закаева и не поддержал, как вы видите. Но если бы туда пригласили бы президиум правительства, Аяда и Дигова с первых дней не с симулякрами работали, а работали с настоящими чеченцами, вольными, свободными, всю свою жизнь отдавшие на борьбу против империи, за свободу своего народа. Вот в таком случае уже ситуация в Украине с чеченцами была бы совсем другой. Чеченцы, которые находятся на той стороне, они переходили бы массово. Я вам 100% могу гарантировать. Если бы все было сделано правильно с первых дней,
было подготовлено, вот это «хочу жить» не выдавало бы Нужина, которого ЧВК казнила, не выдавала бы Киргиза Мусиханова, которого сейчас Лаудинов отправляет на мясные штурмы против украинцев. Если вот этого всего не было бы, да, то чеченцы уже давно бы перешли, и миф о том, что Путин покорил чеченцев, это стопроцентный миф, что покорил чеченцев, что чеченцы служат России, там, еще в головах у кого-то сидит, это сказка. И он был бы разрушен напрочь, понимаете? Чеченцы находятся в заложниках. Весь чеченский народ – это Буча. Чеченская республика – это Буча. Чеченская республика Ичкерия, временно оккупирована, это Буча. Только в Буче они ушли оттуда, и мы узнали про все эти преступления. А в Чечне они остались, и остальные заложники у них в руках. И все знают в этой Буче, большой Буче, что все, кто находится в Чеченской республике Ичкерия, не свободны. И играют по правилам. А что вы сделаете? Вы в заложниках вы сильно выкаблучивались бы? Нет, конечно. Вот в такой вот ситуации находится наш бедный чеченский народ. Наш бедный чеченский народ. Ну, будем продолжать, и я думаю, у нас все получится. У нас есть все шансы, чтобы получилось. И есть мощнейшая мотивация, чтобы этого добиться. И мы этого добьемся в любом случае. С Божьей помощью. И с автоматом Томпсона. Те, кто находится в Чечении, в Рашке, чеченцы находятся под страшным гнетом фашистской Рашки. Совершенно верно. Так, я смотрю, эти тут распоясались. Давайте мы их чуть-чуть отправим в бан, чтобы они нам здесь не портили. Так, давайте почитаем в ТикТок. Тут то же самое. Как вы любите заходить? Если вы так меня не любите, что вы ко мне заходите? Пишите постоянно. Слава Русне, Русня мощь, немощь. Что вы мне пишете? Ну не заходите же вы. Нина, добрый вечер. Шалом алейкум. Ассалам алейкум. Амир ва алейкум салам. Вот смотрите, Мухаммад заходит и говорит, у нас только один путь, шариат. Ему отвечает Гуноевский, шариату нет места в Ичкерии. На самом деле это искусственно созданный конфликт, я не знаю, это реальные люди или это боты, но они создают, на этом месте создается конфликт. Может один из них бот, а другой реальный. Может оба реальных, но они пребывают вот этой пропагандой. У нас только один путь, это шариат. Один выдает установки. Мухаммад 78. Я полагаю, человек 78 года рождения. Ну, короче, под 50 лет. Мой ровесник человек. Фактически. И он говорит, что вот такая вещь. Он выдает просто шаблоны. Вот выдает просто информацию, которую ему заложили в программу. У нас только один путь, это шариат. Так вот, он не может объяснить, что такое шариат. Он не знает, как это все сформулировать, но он выдает шаблон на это. И это другой ему встречу говорит, шариату нет места в Ичкерии. Так у мусульман шариат это значит закон. И все. Тогда мы должны отменить слово, там, я не знаю, еще какое-нибудь, если не нравится шариат. Шариат будет в Чечне. Понимаете? Шариат это часть чеченской культуры, чеченской религии. И запрещать шариат, это запрещать ислам, значит.
Понимаете? Если кто-то, шариат это свод законов, значит. Это не отрубание ног, не отрубание голов, это свод законов. И каждая мусульманская страна, нация, она его под себя этот шариат адаптирует. Под сложившиеся обстоятельства, сложившееся время. Мы же каждый год, каждое десятилетие, столетие, все же меняется. И каждый раз шариат адаптируется. Но шариат, он не спослан, ну, если сказать понятно, для христианина, это вот заповеди Божьи. Не убей, не укради и так далее, и так далее. И вот на основе этого шариата строится уголовный кодекс той или иной страны. И в этом ничего плохого для мусульманина, для себя лично я не вижу. Но обвинять в том, что все мусульмане враги, мусульманство нужно запретить, так я хочу сказать, коммунисты пробовали запретить. У них ничего из этого не получилось. И никогда не получится. Меня, например, никто не сможет переубедить, что Бога не существует. Я знаю, что Он есть. Я не просто верю, что Он есть. Я знаю, что Он существует. Понимаете? Я знаю, что есть рай и ад. И что куда-то из этих мест мы все попадем. И я в том числе. Поэтому, навязывается искусственно нам проблема, что вот есть кто-то за шариат, кто-то против. Причем оба анонимы. Это не люди, которые открыто садятся, располагают определенными знаниями в этой области и другой области. И вот начинается такая вот грязня, что вот из-за этого, потом, о, шариат это опасно, о, ислам это опасно. Вот один мой знакомый, например, на табличку такую положил, такая вода идет, такая плотина, дамба, и вот ислам, он на Европу идет, якобы, вот этот ислам идет на Европу. И вот что его там, вот эта плотина защищает там в лице Израиля. Ну, если быть справедливым, до конца справедливым, а я ищу только справедливость, потому что самый обделенный, несправедливо ущемленный народ, это мой чеченский народ. Поэтому меня интересует только правда. Если Израиль защищает, было бы правильно, конечно, там Украина написать. Потому что реально, а там не ислам, а русню написать. Потому что ислам не хочет захватить. Моя религия не хочет захватить Европу. Какие-то там народы, которые исповедуют ислам, может быть, имеют какие-то претензии на Европу. Арабы, может, африканцы, которых угнетали все время французы, европейцы. Может, у них какие-то и у мусульман, и у христиан претензии к Европе. Но у нас, чеченцев, мусульман, географически находящихся в Европе, нет претензий к Европе. Мы не хотим Германию сделать мусульманской, мы не хотим сделать Америку мусульманской, мы хотим просто свою страну и этих долбанных ублюдков убрать с нашей страны. Вот все, что нам нужно. Мы никого не хотим переделывать. Но нам рассказывают, что вот там ислам там. Но если справедливости ради, то Израиль создает беженцев, а не ислам угроза для Европы. Израиль бомбит, и там люди куда им бегают? Лучше всего жить в Европе. Ведь если они как-то останавливают, то они их наоборот культивируют, этих беженцев. Понимаете? А беженцы вообще идут не с Палестины сюда, в Европу, хотя оттуда тоже в последнее время, а с Африки идут, с России идут. Вот откуда идут, где их ущемляют, где их убивают. И идут куда, где лучше. И я мусульманин, я целиком полностью, я исповедую религию ислам, и я целиком и полностью за Германию. Любой террорист, любой экстремист, он мой враг. Как для любого немца, для Германии, он мой враг. Я об этом прямо говорю и продолжаю говорить. На этой территории, где нас Германия приняла, ни один террорист, ублюдок, по-другому их не назовешь, без роду и без племени, эти люди не будут совершать у нас здесь теракты. И мы выступаем открыто, прямо, громко, заявляем об этом. Но то, что ислам наносит какую-то... Нет. Евреи воюют с арабами, со своими соседями, семитами, родственниками, можно сказать. Да, одни исповедуют ислам, другие исповедуют иудаизм. И что теперь, мне нужно говорить на иудаизм что-то, если кто-то говорит про мою религию? Не надо разжигать эти конфликты. Не нужно делать врагов из того, кто не является. Я то же самое говорю чеченцам, которые начинают говорить, что все кафиры виноваты,
все виноваты, все христиане, все иудеи, все не мусульмане, потом уже не так исповедующие ислам, как они виноваты в своих бедах. Делается это почему? Для того, чтобы Россия спряталась, которая 3-4 века совершает над нами геноцид, она спряталась за другими, за Америкой, за Европой, за Германией, чтобы они спрятались, и мы сказали, все виноваты. И то же самое нарратив нам забрасывает евреям, что вот все мусульмане виноваты. Нет, стоп, евреи, дорогие, не мусульмане, наша религия не говорит вам ничего плохого делать. Это говорят ваши соседи, которые претендуют на землю, которая по праву принадлежит вам. И им тоже, они тоже там жили. И вот вы между собой грызетесь, деретесь. Уже кровавая, страшная кровавая война идет. И Израиль в правовом смысле, в историческом смысле прав защищает свою страну. Но мы, мусульмане, 2 миллиарда мусульман на этой земле, ни в коем случае не виноваты в том, что на Израиль с арабами не могут договориться. Я лично в этом не виноват. Я пребывал под этой пропагандой, которые наливали, которые нам в уши вливали. И тоже считал, что бедных там ущемляют, там палестинских арабов ущемляют. Там, а потом разобрался, так это же лучшие друзья террористов с Лубянки, которые терроризировали Израиль всю свою историю, которые были против того, чтобы и до сих пор против создания государства для евреев. Почему у евреев не может быть на своей земле, со своим языком, со своей культурой, своей религией государства? Нет, так не должно быть. Если этот народ хочет этого и имеет все основания, народ, территорию, правительство, они имеют право на это государство. Я их в этом целиком и полностью поддерживаю, несмотря на то, что те сунниты. Я считаю, что они не правы. Я считаю, что это террорюги, ублюдки, которые нападают на женщин, детей, убивают мирных людей. Вот как я считаю. Поэтому эти вещи, на самом деле, они, конечно, можно это манипулировать, можно играться с ними. Я не буду в это играться, я не буду манипулировать. И если кому-то не понравится моя правда или моя логика, то, очень жаль. Я не хочу никого обидеть. У меня нету желания набивать себе врагов. Я ищу союзников и друзей. Но я ищу так, чтобы это было обоюдоуважаемо. Сбежать от империи русских и стать чьей-то марионеткой чеченский народ не желает. Ни турецкой марионеткой, ни чем-либо, ущемляя и свою религию, свою культуру. Мы этого делать не будем. Я думаю, не понравилось бы евреям, если бы я говорил бы, вот там, вот плотина такая стоит, да, и там Гитлера написать на этой плотине, а там евреи, которые захватывают Европу. Можно же и так было это сделать. И написать, да, Гитлер был прав. Можно же было так сказать. А вот фактически это призыв для того, чтобы мусульман здесь в Европе уничтожали, репрессировали, преследовали против всех мусульман, даже меня, который за Германию, за Европу, за Израиль. Вот как это выглядит. Я таких вещей не приемлю. Я не собираюсь эти вещи поддерживать. Так, давайте дальше. Шариатчики подключились, говорит. Автомата от Ташмась, или как его, убей, не укради, кроме аурамизма и других цивилизациях есть. Зачем этот шариат? Ты где встречал нормальные шариатские страны? Подожди, мы говорили про шариат, а не государственное устройство шариата. Мы говорили про свод правил мусульман. И слово шариат это мусульманское слово. И оно никуда не денется. Использовать подмену понятия, обозначая одни и те же действия и придавая им разные интерпретации, разные понятия, это обман. Понимаешь? У нас демократическое правовое государство, Чеченская республика Ичкерия. У нас демократия.
у нас нету халифа, который сядет и на всю жизнь будет править, а потом заменит другим халифом. Как это было там в каких-нибудь халифатах, исламская форма правления. Речь идет не об исламской форме правления, а идет о демократической форме правления, где проживает все население мусульмане. 95% населения мусульмане. И мы будем жить по своим правилам. И нету никого, кто нас заставит жить не по этим правилам. Никого. Мы умрем, мы здесь Европу выгоним, уедем в Африку, с Африки выгоним, Антарктиду уедем, куда угодно уедем. Но мы будем настаивать на своем. Вот о чем речь. А форма правления, наш народ выбрал, какая форма правления. У нас демократическая форма правления и демократическая Чеченская республика Ичкерия. Внутри нашего государства мы будем исходить из того, что мы мусульмане. Я мусульманин. И я сужу, как я вижу. Я так воспитан. Это моя культура, это моя религия. И я так исхожу из этих вещей. И моя религия, моя культура не говорит кого-то убивать, захватывать. Это нас убивают и захватывают, а не мы. Поэтому заниматься подменой понятия, что вот там какие-то шариатские формы правления есть, там Арабские Эмираты, с которыми Америка очень дружит, и Израиль дружит, Саудовская Аравия есть, с которой тоже сейчас Израиль тоже налаживает отношения, тоже шариатская форма правления, которые процветают, живут, и их принимают, и все нормально. Саудовские семьи проживают в Америке. Ну, короче, мы все это прекрасно знаем. Так вот, мы не хотим строить саудовскую, нам неприятно, неприемлема система королевства и так далее, даже под прикрытием религии. Нам это не нужно. Мы всегда были свободными людьми, свободное общество, демократическое общество. Наш генетический код – демократия, демократическое мышление у чеченцев. Его никак никогда не перейдет. Да, можно обмануть, сказать, что демократия – это гей-парады, обман, третье, десятое. У нас никогда не будет гей-парадов. Чтобы так, навскидку там, кто-то там, если что-то мечтает, чтобы наперед вы знали. Никогда чеченцы не будут проводить гей. У нас не принято даже обсуждать эти вещи. Не принято. Не спрашиваем, ты не говоришь. Занимайся, это твое личное дело. Это у нас не принято лезть в чужое белье, чужую кухню и так далее. Поэтому это вещи, которые мы сами будем решать. Никто не будет нам указывать, как нам жить. Мы сами выбрали свою форму правления, демократическую, и идем на это. И она только нам приемлема. Только она. Никакой другой формы правления у нас быть не может. А то, что должен быть шариат, это имеется в виду жить по законам Божьим. Шариат – это жизнь по законам Божьим. Это заповеди, как у христиан. Там, у иудеев есть свои вот эти заповеди. Вот у каждого есть свои заповеди. Вот мы живем по этим заповедям. Великобритания – христианская страна, да, у них там монархия, у них там церковь. Мы знаем, что есть Ватикан, что-то какое непонятное такое образование. Ну, богатая, Путин через нее деньги отмывает. Самый главный ублюдок и террорист на этой земле, работая через них. И ничего, все же нормально. Папа Римский обвиняет чеченцев в том, что они имеют склонность к насилию, в отличие от русских. Я не знаю, если бы чеченцы через Ватикан деньги отмывали бы, может быть, тогда бы он к нам относился бы лучше. Но сейчас он относится к Путину и ФСБ лучше. Вот эти вещи мы все видим, наблюдаем и имеем небольшое представление, что происходит. Поэтому не занимайтесь подменой понятий. Не надо там говорить про религиозные вот эти вещи. У нас демократическое правовое государство. Ассаламу алейкум, маш войл асан. Дели салам маш войл алейкум ассалам. Войл маш бамот. Есть 5 столпов в Коране, есть 2 столпа запрещенные. Есть это и есть шариат, и халифат.
ну, не знаю, мы не должны уходить вот в эти детали. Нам нужно вести а, свою деятельность там, где мы разбираемся что-то, уходить в детали, в мелочи, спорить на это как раз то, что нужно. Я не хочу, я специально всегда отхожу от этих вопросов, чтобы не втягиваться в вот эти противостояния, разборки, объяснения, там, третье, десятое. Мы мусульмане, нравится это кому-то, не нравится. Мы мусульмане, мы будем ими, до конца наших дней мы будем мусульманами. Понимаете, я лично за себя могу сказать. Могу сказать, что я до конца дней буду мусульманином. Поэтому оставьте нашу религию. Если у вас какие-то претензии к исламу, к мусульманам, ну будьте мужчинами, прямо говорите тогда. Мы воюем против ислама, мы воюем против мусульман, всех 2 миллиардов. И вот прямо говорите, а вот эти ходы там, это нравится, то не нравится. Да мусульманы разные. Тот же ислам, он категорически разный. Шииты, сунниты друг с другом воюют, сколько уже веков друг друга убивают. На самом деле, на религиозной волне, да, именно по религиозным причинам. Сунниты, шииты воевали всю свою историю друг с другом. Вот сейчас только немножко перестали. Я думаю, это только на время. Поэтому тут как-то так. Ладно, давайте дальше. Так ты подумай, ни в США, ни в Иране, ни в Израиле нет не то чтобы шариат как государство закона, а вообще даже на местном уровне. Ты там даже не знают, что это такое. Ха. Вот эта книга называется «Основной закон». Основной закон Федеративной Республики Германия. Вот видишь? Вот что здесь написано. Статья 4. Свобода вероисповедания, совести и убеждений. Свобода вероисповедания, свобода совести и свобода религиозных и мировоззренческих убеждений неприкосновенны. Гарантируется беспрепятственное исповедование религии. Никто не может быть против своей совести принужден к несению военной службы с оружием. Подробности регулируются федеральным законом. Поэтому то, что ты говоришь, что тут нету там шариата, нету там... Здесь мусульмане защищены больше, чем в России. Здесь, в Германии, я себя чувствую намного защищеннее. Здесь люди, которые вот с такими бородами ходят, иногда себе на бороду наступают, когда идут до того длинной, и называют всех кафирами, всех там не любят. Это, конечно же, либо идиоты, либо лицемеры. Ну, их терпят здесь. Вот представь себе. Представь себе, платят социалы, их детей учат, их самих лечат. А они, как самые настоящие лицемеры, еще им вслед говорят, да, это кафиры, мы их там третье, десятое. Это тупые, необразованные люди так делают, в основном. В основном. Вот эти вещи, и причем российская агентура усиленно этим занимается, распространяя среди чеченской молодежи вот именно эти нарративы, чтобы чеченцы противостояли. Я борюсь с этим. Я называю Германию своей, хотя не являюсь гражданином Германии, и мой язык немецкий, он, ну, катастрофический, скажем так. Но при всем при этом я говорю «моя Германия», «мой Шольц», «моя Анна-Лена Бербок», и я вижу, что чеченская молодежь тоже начинает так говорить. Таким образом, я стираю грани благодаря тому, что вот эта конституция и действия немцев показывают, что мы являемся единым живым организмом в этой стране. Как-то так, друзья. Повторить. Асан, брат, скажи, а разве заповеди ветхозаветные Моисею Богом выданные не общие для всех? Общие, Максим, общие. Конечно, общие. И знаешь что? И Моисея, Мусу пророка, и заповеди Моисея, они все цитируются и повторяются в Коране.
и в Новом Завете они есть. Ну, про Новый Завет я до конца все детали не знаю, но я думаю, есть. И в нашем Коране есть. И самое главное, мы все одной авраамической линии религии, все единобожники. Понимаете? И наш пророк Мухаммад, мир ему, он говорил, посланник Аллаха, он говорил, что и Моисей, и Иисус, и все эти люди, они являются его предшественниками. И мы все почитаем и уважаем их всех. И вот этот конфликт, который нам навязывают КГБ, арабские террористы, что вот мы там против Израиля, это неправда. Ни в Коране все, кто говорит, что ислам против Израиля или христиан, это он противоречит самому Корану. Коран не против христиан. Коран не против иудаизма. Там этого нет. В Коране вообще нет преследований, нагнетания, там, убийства там, народов там, по этническому, по религиозному призыву. В исламе вообще нет принуждения. Конечно же, мы признаем Моисея, мы признаем его учение, то, что он говорил, признаем. Оно все то, что процитировано и продублировано у нас в Коране. Мы признаем и почитаем Моисея, Мусу пророка, и Иисуса Христа, Иису пророка. Конечно, какие вопросы? Но нам специально навязывают, нас делят, и не хватает мужества у некоторых вот этих религиозных деятелей сесть и рассказать это прямо. Приходится делать это правозащитнику, потому что нету мужества, потому что есть задача вот этих всех пропагандистов религиозных, которые там нахватаются вот этих всех вот этих вещей, и потом они внедряют вот эти свои установки пропагандистские. У них не хватает, они на крючке у кого-то, их используют, им объясняют, их собирают, давай, и вот они начинают нам эту тему рассказывать. Но почему-то они не говорят про убитых 300 тысяч граждан Чеченской Республики Ичкерия, про ФСБ они не говорят, ну, про самое зло, которое нам все это приносит. А сидят нам туфту рассказывают, что ну, нужно там помочь Хамасу дальше стать соучастниками геноцида. Идете вслед, сами знаете, куда идем. Мавидину, алейксалам, слава Украине, свободу Ичкерии, героям слава. Политический прогнозер вот говорит, смотрите, вот он искажает ислам, он искажает Коран, он искажает, это самый большой грех считается в исламе. Самый большой грех считается нововведение в исламе. Новое что-то добавлять от себя. Какому-то царю задумалось, какому-то там блогеру задумалось, там комментатору. Вот он говорит, у мусульман должен быть свой суд, у христиан свой суд. Судить должны мусульман, христиане имеют право, мусульман и так далее. Короче, эти не имеют этих прав. И нигде он не видел этого и не слышал, ни в Коране, нигде этого нет. Ну вот он рассказывает. Он знает, что среди мусульман жили христиане, иудеи, судились, выигрывали суды, там в споре, там в бизнесе, в чем-то и так далее. Даже у какого-то там правителя, что ли, мусульманского, христианин, по-моему, которого обокрали на рынке, что ли, обсчитали на рынке, и он там выступил против этого, и, короче, благодаря вот этому правителю, который там что-то ему отдал, что ли, свое, там, вот я не помню все детали, но это все было. И вот сидят, вот такую вот чушь несут, чтобы мы отвлекались на эту разную чушь, которую им где-то кто-то сказал, где-то они что-то услышали. Он дюйца шишей, дел дашей, цагуакца дюйч. А таиш, дал Бог, что нам он кириш, сейчас придумывать дешхач, киумшам придумывать, думаешь, дал Бог, что лумш придумывать, матаиш, шайн, когда хушца, дугдалаш. А таиш, мадейти шиш.
всего лишь власть и деньги, больше ничего не правит этим миром. Разделяй и властвуй, так веками готовят себе друг друга и глотки на радость диктаторам. Леонидус. Абсолютно с тобой согласен, Леонидус. Вот 100% вы правы. Управляют деньгами и власть имущие. Они религию используют. Религия это идеология. Вот такую же идеологию они используют. Отчасти она идеология, конечно же. Не такая идеология, как коммунизм, какая-нибудь другая. Хотя тоже и коммунизм построена идеология вот на этом же. На религиозных заповедях построен был коммунизм. И поэтому он такой. Это новая религия была коммунистов, которую они придумали. Да, это так. Они используют нас для стравливания, нас используют. Хамас, проект КГБ и ФСБ. Да, Ичкерия Фарева, но не только КГБ и ФСБ, а еще Ирана. Это миньоны Ирана были. И через Иран, и свое влияние было, конечно, на Палестину, на сектор Газа. Через Иран там оказывалось все это давление. Они совместные. Тирания против демократии. Вот, Израиль это демократия. Вот все остальные вокруг тирания. Под разными соусами. Враги сунниты, шииты, как мне всегда рассказывали, что шииты там всегда убивали наших там руководителей, ну, исламских, мусульманских, там нападали, там нашу религию искажают. Мне вот так все рассказывали. Всегда в истории ты смотришь, сунниты, шииты друг друга убивали. Теперь, о Боже, случилось божественное какое-то вмешательство. Представьте, сунниты, шииты объединились. А как они объединились? Они убрали вот этот конфликт, который был. Конфликт не убираем. Шииты говорят, Мухаммад это не пророк, а его племянник Али это пророк. Да, если я не ошибаюсь. И это как бы фундаментальное различие между шиитами и суннитами, которое никогда их не объединит на религиозной почве, если брать о религии. Эти же рассказывают, что они ведут всемирный джихад против евреев и Америки и объединяются. Стоп, подождите, вы должны тогда разобраться, если вы объединились и воюете, ведете религиозную войну против иудеев и христиан, вы должны нам объяснить, как вы так объединились, так кто у вас тогда пророк, Мухаммад или Али? Вы определитесь, а то вы в атаку пойдете, и там один Али говорит, другой Мухаммад говорит, путаница какая-то происходит. А дело в том, что дело здесь вообще не в религии, понимаете? Дело в том, что воюют Россия и Америка. И используют вот этих своих миньонов для того, чтобы Израиль не мог создать свое государство. Россия использует своих миньонов. Вот и все. Вот и это легко объясняет, что никакой религиозной подоплеки в этом конфликте нет. Религиозные противники, антиподы религиозные, которые именно на религиозной основе являются, они вместе. Объясните мне, что такое случилось? Они как-то пришли к консенсусу, значит, извиняюсь, если я кого-то задену, значит, Мухаммад и Али как-то, как получилось? Может, тогда, если он его племянник, получается, брата или сестры, сын, да, получается, Али, Мухаммада, я не знаю точно все детали, но вот если вот между ними стоит брат, может, тогда он является посланником, чтобы ни этим обидно не было. Так получается. Как они объединились? Объясните мне, все, кто призывает там против войну Израиля, объясните мне, как так получается? Вот Аляксу освободить, там, наводнение, Алякса, сказки там вы нам рассказываете. Объясните мне, пожалуйста, как, когда Аляксу вы освободите,
как получится вот у этой Алякси, кто там будут? Шииты или сунниты будут главными? Или вот мы какой симбиоз вы придумали для нас всех? Вот этот бред, который нам нету никакой конфликта религиозного. Нету. Есть конфликт денег, как здесь правильно здесь написали, и власть имущих, которые не хотят эту власть отпускать. Но мы много говорим об этом. Давайте поговорим. Так, встречи. Я тебя забаню, ты мне надоел своими вот этими дешевыми вбросами, абсолютно дешевыми, бессмысленными. Я тебя забанил. Я и так на тебя потратил много времени. Как прокомментируете ликвидацию Яхью Синаура? Я вообще не знаю, кто это такой. Почему я должен комментировать каких-то там людей, где что. Меня это вообще не касается, понимаешь? У меня моя страна оккупирована. Каждый день чеченцев убивают. Меня это волнует, а не какой-то там деятель. Учусу оскорбление счастья, хаули сюк алишис, она сюк хайка нирас, сюерка оскорбление счастья. Саму он борш или хаули лиш та, сакхлиш та. Учу арумш счастья, да, ясовиш хадули. Учу арумш счастья, дешевыш, амилш, комментарий, и счастье бикинах ячу. Германикус, Аслан, ты прав на 100%. Спасибо, спасибо. Так, давайте поговорим, мы уже час поговорили на религиозных темах, давайте поговорим о том, что происходит на Кавказе. Давайте вот такую, я начну свой монолог. Синаур, нынешний глава Хамас, а РФ предупредила Израиль, чтобы они по иранским ядерным объектам. Что-то я не до конца понял. Но я скажу, если это глава Хамас, Синаур, то все правильно. Ликвидировать террористов – это святой долг каждого. Конечно, а как иначе? Валейк салам, Осман Уян. Валейк салам, Ансар Хацуев. Шалом из Израиля. Шалом, Модест Цимберблодет. Шалом. Давайте вернемся к нашей основной теме нашего сегодняшнего стрима. ФСБ провоцирует Кавказ и создает штрафбаты из чеченцев. Дело в том, друзья, как вы помните, мы знаем, что шалом ахи Богу, да? Свигмар ахи, да, ахи, кичак Бог. Шалом ахи. Так, ну давайте к теме нашей. Смотрите, мы давно предупреждали, что Россия готовит против нас провокацию. Хорошие русские, начиная от Ходорковского, который с оружием в руках готов был воевать, идти против чеченцев, и разными Яшинами, Машинами. Представьте, какой парадокс происходит. Обменивают убийцу чеченца на американцев и немцев, и в довесок русские отдают Яшиных, там, этих разных там других деятелей. А эти деятели снова геноцид хотят чеченцев совершить. Представьте себе. Яшина выдают. Так вот, эти Яшины и все остальные давно хотели
конфликта на Кавказе, войну против чеченцев и так далее. Это любимая тема русских — убивать чеченцев. И они удивляются еще, почему же чеченцы их не любят. Чеченцев вы всегда убиваете. Вот поэтому мы вас, скажем так, имеем инстинкт самосохранения. И как писал Лев Николаевич Толстой, нету ненависти, презрения, ничего этого нет. Ну, есть как только дохлой скотине, как сказал Джохар Дудаев, к вашей империи. Есть просто инстинкт самосохранения. Мы просто хотим выжить. Понимаете? А с вами у нас нету никаких гарантий, что мы выживем. Есть гарантии, что не выживем. Так вот, начиналась давно эта операция по тому, чтобы переключить все внимание на чеченцев. Дело в том, что Россия уже 2 года, Евгений Федоров, депутат Государственной Думы России, уже 2 года сообщает нам, что 2 года они знают, что победить в Украине они не могут. И что вот эти мясные штурмы, все, что это делается зазря. Раз, зафиксировали. Нужно выводить вот эту негативную, вот эту массу людей, вот этих убийц куда-то. И вот этот негатив, он будет направлен, конечно же, на Кремль и на ФСБ. Они делают заградотряды, ФСБшники, они их уничтожают, они их утилизируют. Мы каждый день видим видео русских, которые говорят, что их отправляют там на убой, на мясные штурмы и так далее. И мы понимаем, что Россия будет выводить свои войска. А выводить этих головорезов — это угроза для нынешнего режима. Не только для Путина, заметьте. Путин — это только верхушка айсберга. Большая система КГБ СССР идет, которая разбросана по всему миру. Не только главный костяк, конечно, находится в России, но он по всему миру разбросана. Вот эта система КГБ. И они для того, чтобы избежать народных волнений и бунтов, они будут эту энергию направлять на Кавказ, на кавказцев, на мусульман. Чем, кстати говоря, сейчас некоторые здесь в Европе пытаются им поддерживать и обвинять весь ислам в этом во всем. И как это все происходит? Выбираются 2 сакральные жертвы. Это моя гипотеза, мое мнение. И если где-то будет нелогично, вы можете легко поспорить со мной. Я привожу только факты. Есть какие-то прямые факты, есть косвенные доказательства и факты. Дело в том, что 2 вот этих ингуша, которые находились в этом Валберис, они были как сакральная жертва, на мой взгляд. Они были использованы как сакральные жертвы. Это 2 человека, которые, по всей видимости, были религиозно настроены. И эти 2 человека, которые подлежали уничтожению. Это вот такая вот хитрая, подлая политика России. Человек, который находился рядом с ними, как сообщают из открытого источника, из средств массовой информации, мы знаем, это был бывший командир Адама Демирханова. Адам Демирханов, как мы знаем, является близким, доверенным человеком Рамзана Кадырова. У Адама Демирханова кличка Палач, которая сама за себя говорит, чем человек этот занимается. Он лично пытал людей, лично убивал людей в огромном количестве. И его командир находится в рядах ингушей в этом Валберисе. Есть информация достоверная, которую мы все видели. И этот бывший командир, якобы бывший командир, достает травматический пистолет, который стреляет резиновыми пулями, и стреляет в кадыровцев, вчерашних своих товарищей. Ну, если он до сих пор не с ними, а если с ними, то нынешних своих товарищей. Из травматического пистолета в ответ стреляют по этим 2 мужчинам из пистолета Стечкина. Причем наносится удар не куда-то по ногам, стреляют не куда-то в плечо, еще куда-то, в руку, в ногу, а просто расстрел идет, что оба сразу погибают. Высаживает весь магазин. Все, убили людей. Это время одновременно накачивается ситуация в Ингушетии. Если бы этот и сам конфликт выводится, как изначально,
хозяин этого Валберес приезжает к Рамзану Кадырову, и Рамзан Кадыров начинает там этот конфликт как бы разыгрывать, и что он теперь в этом принимает участие. Дал знать фактически. Это же можно было делать не афишируя, можно было бы это видео не публично показывать, а отправить его жене, это отдельно это видео, вот этой Ким, отправить Кериму Сулейманову, отправить депутату Ингушу Барахоеву, или как его фамилия. Нет, нам это все показали. Хорошо, показали. Произошел конфликт, убили людей, спровоцировал, стрелять начал из травматического пистолета. Человек, бывший Адама Демирханова. Вы думаете, этот человек мог бы находиться в рядах вот этих ингушей, если бы Демирханов не был бы против? Нет, конечно. Еще стрелять, дерзить там. И стреляют не в него, самое главное, кто стрелял из травмата. Ну, если верить той информации, которая гуляет в сети. А стреляют рядом стоящих людей. Ну, они спортсмены, могли напасть, да. Ну, можно было в ногу стрельнуть, можно еще что-то сделать. Но сразу насмерть убивать двоих, это, мне кажется, целенаправленное. И, на мой взгляд, это сакральное убийство для того, чтобы настроить ингушей против чеченцев. Далее происходит событие. Ингушей накачивают информацией, что вот чеченцы. И нужно признать чести ингушей, чести ингушского народа. Мы увидели моментальную реакцию ингушей, которые сказали, нет, стоп, это не чеченцы, это кадыровцы сделали. Чеченцы наши братья. Огромное спасибо, кто в этот момент высказался. И вы всегда так должны делать. Все. И чеченцы высказались, что ингуши наши братья. И мы должны сделать все, и не сидеть молча. Сделать все, чтобы нас не растравили, чеченцы, ингуши. И дагестанцы, и вас это касается. Сейчас и до вас я дойду. В итоге в Ингушетии много людей уходят. Это ж по всем каналам, все это показывают. И всем приходят выразить соболезнования. У нас так принято на Кавказе. Слава Богу, конфликт не получил продолжения, но не обязательно этим ингушам что-то совершать. Можно использовать своих кадыровцев, можно использовать ФСБ, ГРУ, там, да, ингушей, задействовать других, не тех, кто простые люди, а спровоцировать это. И вот этот конфликт происходит. Ну, вот этот митинг происходит. Затем происходит убийство 2-3 полицейских, ментов в Ингушетии. Тоже очень подозрительно. Некоторые говорят, что есть подполье ингушское, которое делает. Допустим, допускаем, что оно есть. Допустим, оно есть. Есть какое-то видео, есть какие-то парни, которые там стоят, говорят что-то. Допустим, есть это подполье. Да, оставим пока этот вопрос. Затем происходит взрыв заправки. Обратите внимание. Кадыров убивает 2 ингушей. И затем Кадыров садится на своей этой конференции и заявляет о том, что я объявляю кровную месть Керимову, Барахоеву, там еще кому-то, если они не докажут, что они готовили на меня убийство, покушение на мою жизнь, он говорит. То есть, если не докажут, то есть он предлагает разбираться. Конечно, будет кровная месть, если пытались убить. А как по-другому? Правда, это еще важный момент, детали, которые я обращаю внимание. Он говорит не чир, чир это по-чеченски сатисфакция, восстановление справедливости. Но русские и мы сами иногда интерпретируем чир как просто кровная месть. Кровная месть это пережиток прошлого, это обычаи дикарей. У нас нет обычаев дикарей, у нас нет традиций. Мы очень высококультурная нация. И чир это означает не кровная месть. Это большое такое понятие, чир, хоть и слово короткое. Оно обозначает сатисфакцию, восстановление справедливости. Если там меня ранили, меня побили, еще что-то сделали, требуется сатисфакция, восстановление справедливости. А не убийство, именно кровная месть, там, вендетта и так далее. Нет. Это больше, к слову, сатисфакция.
Но Рамзан Кадыров не говорит «чир». Он говорит «кровная месть», чтобы все поняли, не чеченцы, что он имеет в виду. На русском языке он говорит «кровная месть», но добавляет слово «если они не докажут, что они не виноваты». Вот это выражение, вот это слова «если они не докажут», почему-то все забывают. А если ты объявляешь «чир», и ты уже готов к войне или к каким-то процедурам, то в таком случае ты уже не ведешь никаких доказательств, не требуешь. Все, у тебя есть доказательства. Ты принял решение и идешь совершать сатисфакцию, восстанавливать справедливость. Но Рамзан Кадыров заявил это, и никто не сказал, что он будет разбираться, он хочет доказательства. Все это подхватили, наше настоящее время. Ну, конечно, помойки разные, Радио Свобода, Кавказ Реалии. Вот эти помойки, конечно же, это все, это их рупоры фактически уже стали. К большому сожалению, я не хочу обидеть Радио Свобода, но к большому сожалению так, я это уже вижу, неоднократно это уже повторял. В итоге Кадыров, заявив эту фразу, сразу Мелихов подхватывает. Мелихов говорит, что мы Керимова не оставим, мы там это, третье, десятое, он нам помогал. Ну и спектакль. Меликов, Кадыров, этот кто сейчас? Калиматов, который сейчас находится в Ингушетии, президент. Это все три главы, которые Москва назначила, которые убивали ингушей, чеченцев и дагестанцев, чтобы занять этот пост. Теперь они хотят нас травить. Они хотят, чтобы мы подрались, мы простые люди, ингуши, чеченцы, дагестанцы, все другие, чтобы мы дрались между собой. Понимаете? Им нужно отвлечь внимание от этой массы, которая будет выходить из Украины, от Кремля и Москвы на Кавказ. Это одна цель. Одна цель. Вторая цель, конечно же, они прекрасно знают, что мы внутри очень недовольны. И дагестанцы недовольны, и чеченцы недовольны, и ингуши все недовольны на Кавказе. В России никто недоволен. А чеченцы временно оккупированные в 10-кратном размере имеют право на свое государство. И, конечно же, мы недовольны. Таким образом, они, нагнетая эту обстановку, они смогут убирать недовольных, выявлять этих недовольных, которые возьмут ту сторону, эту сторону, начнут в этом участвовать, пытаясь, там, например, навредить Кадырову. Ингуши начнут, давайте мы там, Кадыров зло, там чеченцы знают, что он зло. А ингуши, которые считают нас своими братьями, а мы их своими, они посчитают, какой-нибудь ингуш посчитает, что если я отомщу за чеченцев, это будет достойно. И он будет использован. Поэтому я призываю дагестанцев, чеченцев, ингушей, карачаевцев, черкесов, кабардинцев, балкарцев, осетин, все, кто живет на Кавказе, не участвуйте в этом. Это большая-большая провокация. Большая-большая провокация, которая готовится, чтобы нас растравить. Как только мы начнем друг друга убивать, после этого закончится, что я сейчас говорил, уже не будет иметь никакого значения. Уже другие механизмы начинают работать, когда у человека убили друга, товарища, соратника. После этого он уже не смотрит на логику, на справедливость, на объективность, на право, на закон. Им движет уже личные мотивы, личная месть. Мы не должны дойти до этого момента. Сейчас вы должны это понять, услышать, что против нас готовится страшная провокация на Кавказе. Под видом, что это американская, английская, украинская рука, там что-то, где раньше говорили арабские террористы, Талибан, там Аль-Каида, еще что-то придумали. Теперь нам рассказывают про Америку. Сейчас уже с Америкой поссорились, можно теперь про Америку говорить. И так далее. Это все делается для этих целей. Убийство ингушей и взрыв на заправке, это показывает, что чеченцы убили ингушей, а ингуши взорвали заправку. И все это делает ФСБ. Это все нам должно в голову прийти, что чеченцы и ингуши начали друг друга убивать. А на самом деле и там делает ФСБ. Возможно, Ингушетии было подполье. Такой вариант тоже мы должны рассматривать, потому что есть люди, которые заявляют, что они являются ингушским подпольем.
И этот момент не учитывать мы не можем. Потому что я не знаю этих людей, я не могу их как-то характеризовать, они за этих или за этих. Возможно, они совершают какую-то вылазку, допустим. То в таком, и они не подчиняются ФСБ, они ими не управляются, и ФСБ невыгодно убивать Ингушетии ментов. И это делают там ингушское подполье. Окей. В таком случае, как только они это делают, моментально отвлекается внимание взрывом заправки, где погибает 2 детей, женщина и мужчина. Я думаю, это был целенаправленный теракт, и это убийство было совершено. Оно, конечно, этих женщину и 2 детей случайно погибли, но это сделано было, чтобы в головах у многих осталось так: убили ингушей, теперь взорвали заправку. Либо это работает подполье, так, ну заправку зачем взрывать, да, какой смысл? Но зато эффектно очень показать. И потом камеры как расположены были. Вы обратили внимание? Несколько камер было, которые просто зафиксированы чуть ли. И четко снимается этот. Ни от взрыва, ни это, не отбегает, ничего. Как будто они профессионально снимают с разных ракурсов. Да, любители разные все снимают. Но здесь мне почему-то показалось, что это не просто так делать. То же самое я обратил внимание, когда происходило, сейчас я в секреты им выдаю, и они потом будут по-другому себя вести. Когда вот нападение в Дагестане было на синагогу, там сожгли. И как оказалось, синагогу сожгли российские чиновники российского сына, российского чиновника сыновья. И они были убиты, и так мы узнали, что они являются чиновниками сыновьями чиновника. Потом нам это рассказали, что его задержали, там 3-10 и так далее. Хотя человек никогда не был замешан в каких-то там религиозных, там, борьбы против России, там этого не было. Вырастил сыновей здоровых, пошли в синагогу, сожгли, там ментов постреляли. И вот какая-то вот получилась такая каша. Поэтому здесь может быть как принятие участия ингушского какого-нибудь там сопротивления, которое есть в подполье, и они там совершили нападение, и одновременно отвлечь внимание от этого нападения. Рамзан Кадыров объявляет кровную месть Каримову, взрывается заправка на этом, и это уже может быть действием ФСБ. Поэтому здесь очень много неизвестных, чтобы мы могли какую-то формулу прямую вывести, очень мало доказательств и информации, но исходя из той информации, которая есть, конфликт, который разжигается, якобы раздувается, этот конфликт фейковый, все остальное будет, опять будет нагнетание. Моя задача вам это объяснить, разъяснить и постараться вас уберечь от того, чтобы вы не вмешивались в эти конфликты. Вам будут рассказывать, что на религиозной основе очень нужно, там нам нужно то, нам нужно это. Ни в коем случае. Мы не должны ни в чем участвовать. Подождите год, 2, 3. Подождите. Призываю всех не участвовать ни в никаких конфликтах. Ни в чем не участвуйте. Не на стороне России, не на стороне сопротивления России. Пока. Вы в заложниках, чеченцы. Мы заплатили такую цену, которую этот мир даже не понял, что мы заплатили. Мы заплатили такую цену и для Европы, и для Украины. Украина сейчас поняла, Европа сейчас начала только понимать, но тогда они этого не понимали. И мы на законных, чеченцы, основаниях имеем право ничего не делать. Ничего не делать. Этот весь мир помогал нас уничтожать. Я не виню весь мир. Каждый занимается своими делами. Теперь другой мир, сейчас начали все люди понимать, слава богу. Вина только России. Только России. Сейчас украинцы платят за свою близорукость и своими молодыми парнями и девушками, которые гибнут. Вот расплата так приходит. И к американцам, и к Европе, и ко всем она пришла. Мы теперь видим, тратятся колоссальные деньги, несутся колоссальные убытки, и еще много-много что предстоит сделать. И это будет сделано. Ну, заплатят кто-то деньгами, кто-то жизнями, кто-то разрушенными городами, но это будет сделано, доведено до логического конца. И мы, чеченцы, должны ни в чем не участвовать. Я вас призываю к этому. Ни в чем.
Мы постгеноцидный народ. Мы пережили геноцид. Мы должны сохраниться. Нас очень мало. Нам нужно плодиться и размножаться. И ни в каких войнах не участвовать. Конечно же, мы должны быть против империи, конечно, мы должны быть сильными, мы и так уже нормально здесь формируемся, еще сильнее нам нужно становиться, еще мощнее, умнее, сильнее нам нужно становиться, налаживать отношения со всеми государствами, народами, делиться тем опытом, который у нас имеется, и не участвовать в никаких войнах. Все, повоевали, хорошенько повоевали. Так никто никогда не воевал, за всю историю не воевал, так как мы воевали. Теперь немножко отдохнем, наберемся сил. У нас есть законное право, отсрочка на 25 лет, пока вырастет новое поколение, набраться сил, чтобы нас больше не использовали ни в каких там интригах и разных таких вещах разных. Но самое главное, что еще не сказал, не обратили все внимание на то, что говорил Рамзан Кадыров, он говорил о штрафбатах из чеченцев. Хотя и украинские пропагандисты экзотические в виде Золкина и Карпенко нам рассказывают, что чеченцы являются, также это рассказывает Христо Грозев, лживо рассказывает. И Папа Римский лживо рассказывает, что в Буче геноцид украинцев совершали чеченцы, кадыровцы, россияне чеченской национальности, российские военнослужащие чеченской национальности. Это не соответствует действительности, хотя очень хотелось бы, сейчас нужен основание же, чеченцев начнут мочить, а нужно основание. И нужно, чтобы украинцы это поддержали. Понимаете? Для этого это делается. Нам показывают там одного пойманного. В Курск освобождают украинцы, заходят, берут элиту ФСБ пограничников, там десятки их, и 3, по всей видимости, россияне чеченской национальности. И нам по всем украинским русскоязычным каналам показывают, кадыровцев поймали, Ахмад Силаса поймали. А про ФСБ ни слова, обратите внимание. Представьте, ФСБ, самое главное, сдается массово в плен, пограничники, самые защита кордона, границ, самые крутые парни, без боя сдаются. Чеченцы их прикрывают, вот эти российские чеченцы, российские военнослужащие чеченской национальности, их прикрывают, спасают их, а нам показывают вот этих. Ну не обман, ну не манипуляция. И сейчас в Чеченской Республике создаются, уже давно создаются, отправляются штрафбаты из чеченцев. Подкидывают наркотики. Вот я сегодня получил сообщение. Ехал парень, ему менты остановили на одном посту, там посмотрели машину, езжай дальше. Он едет дальше и думает, а что это он мне там смотрел? Останавливается, залазит в свою машину, где этот мент смотрел, и находит сверток. Там чего-то, анаша или чего-то, какой-то таблетки, по-моему, что-то там находит. Берет, выкидывает это все, дальше проезжает, его там ловят. А ну-ка, и сразу лезут туда, куда тот положил, на том посту, и ищут, и могут найти, и отпускают его. Вот таким вот образом они создают уголовные дела, фабрикуют, фальсифицируют дела против людей. И им предлагают, давай, либо в тюрьму, либо на войну. Нет, я пойду в тюрьму. Если ты пойдешь в тюрьму, то твой брат пойдет на войну. Вот как все происходит, чтобы вы понимали. И из чеченцев формируются штрафные батальоны. А разные пропагандисты нам рассказывают, что это чеченцы заградотряды, чеченцы бедных русских посылают на войну. И если бы не чеченцы, все русские бы с украинцами в десна целовались бы. Просто нас не было ведь когда-то. Голодомор был. Не чеченцы же были, украинцы. Вы же знаете, что мы с большим уважением относимся к вам, украинцы. Я лично очень сильно вами горжусь и вообще восхищен вашей борьбой. Просто слишком много комплиментов говорить не в моем стиле, и я не люблю эти вещи. Но я хочу сказать, что я реально восхищен вашей борьбой, восхищен вашим единством, вашей силой, которую вы проявили. Хотя против вас невероятно какая работа велась внутри страны и ведется до сих пор. Поэтому
давайте будем разбираться и бороться. Чеченская пословица, я ее всегда, очень она мне нравится, я ее всегда повторяю. Мир на гвацк унах, щемостал милуху швегу унах. Онах, я раньше говорил, это как бы рыцарь ближе, но я подумал, что оно ближе подходит слово джентльмен. В английском языке есть такое слово, понятие такое. Вот оно ближе подходит к этому джентльменству, где он и смел, и отважен, и сдержан, и все такое. Это джентльмен. Так вот, пословица гласит, не тот джентльмен, кто смел, а тот, кто знает, кто его враг. Так вот, давайте мы будем знать, кто наши враги. Украинцы, чеченцы, ингуши, дагестанцы, все народы. Давайте будем знать. Наш враг сидит на Лубянке и в Кремле. И всегда он таковым являлся. И пока он существует, пока существует террористическое учреждение КГБ СССР и нет суда над ним, у нас не будет спокойной жизни. И мы должны четко разграничить и вот этих КГБшников, которые имеют связи с Россией и в Украине, и в других местах, их нужно им оставить, их нужно отстранить от власти. Они должны идти домой и жить дома со своими семьями, и не лезть никуда в политику, не лезть никуда в никакие дела. Вот чем мы должны заниматься. Вот такие вот вещи. Друзья, и у меня сейчас будет интервью с Марией Максаковой. Мы сегодня должны были записать, и нужно было до 18. Я не успел начать свой этот стрим, уже сейчас 18, она мне уже тут писала. Спасибо, что вы меня понимаете, Билал. Спасибо тебе, Баркал, что ты наконец-то понял, о чем я говорю. Спасибо, партизанка. Спасибо вам всем, кто понимает, о чем я говорю. И нам всем нужно разобраться в этом все. Смел не тот, джентльмен не тот, кто смел, а тот, кто знает, кто его враг. Давайте знать наших врагов. И, конечно же, наших друзей. Все будет Ичкерия, слава Украине. Господи, благослови Америку. Ам Израиль Хай. Всего самого хорошего. Живе Беларусь. Всего самого хорошего. Ну, про Грузию надо обязательно сказать. Слава Грузии. Всего самого хорошего, друзья. И всех других народов и национальностей тоже любим, уважаем и поддерживаем. Всего самого хорошего. До свидания. Может быть, я даже завтра проведу стрим. Но следите за анонсами. Всего хорошего. До свидания. Эд, спасибо. Твоя оценка очень важна для меня. Спасибо тебе.